Все, красавец. Красавец манник. Сейчас Машенька нальет. Вот смотрите, какой коричневенький. Смотрите, какой красавчики. Что пирог, что топленое молоко. Я наболтался. Всем привет, и друзья! Всем привет! У Маши сегодня смешинка в рот залетела. Ну, доброе утро, скажем так. Утро действительно доброе, солнечное, видите, уже солнце высоко у нас. И на холодильник, видите, идет занавески, потому что открыты. Немножко сегодня припозднились. Ну, поспали, а что потом уже. И сегодня, ну, печка уже там наша тоже подошла. И сегодня мы хотим протомить молоко. И чтобы к вечеру оно протомилось все, стало коричневеньким, и будем пить чай с томленым молоком. С топленым молоком. Как правильно, не знаю, томленое молоко или топленое молоко. Вот. Маша вот сидит, и возле печки тепло, и жар идет. И у меня даже снова глаза слепаются. Я не знаю, как Маше, приятно или нет возле печки сидеть. Тепло идет, да ведь. От предпечья жар идет очень сильный. Чугунка маленького нету, так бы надо бы в чугунке. Тоже у нас вот такая. У нас бабушка в таких кружках. И мама тоже у меня таких. А потом говоришь, чугунки-то. Ну а в чугунках это самое, эти эмалированные, они потом отмываются тяжело. Пригибает это накрыть. А чугунки, они хорошо. И тоже очень простое приготовление, просто молоко налили и в печку. Главное подобрать для каждой печки свой жар. И потом уже оно должно в идеале быть как кофе с молоком, так ведь? Цвета коричневого такого цвета. Но аромат будет очень приятный, вкусный. И это молоко лучше всего пить, ну, с чаем, со сладким чаем. Вы так пили или просто там молоко? Я даже и просто так. Заварки наливали. Да, вместо заварки, да. Точно, вместо заварки это наливается. И очень вкусно получается. Снимать. Может, чаю еще что-нибудь Маша испечет. Ну, естественно, раз томленое молоко будет, и чай сладкий будет, и, значит, к чаю что-нибудь нужно, Машуне. Ну, испечем что-нибудь.
морозилку. Сегодня Маша занесла березовые дрова аж. Каждый день так. На улице немножко похолодало, уже так морозно, и березовые дают отличный жар. От них угли получается очень жаркие такие. Ты что, сюда будешь заносить? Нет? Потом вторую печку. Морозно, да, на улице? Ну да. Немножечко есть. Мгм. Солнечная погода. Хорошо. Да, я вот дома сижу. Около печки. Греюще. Греюсь. Солнышко уже садится. Такой короткий день у нас. Все. День заканчивается. И 3 часа уже включаем свет. Зимой такие короткие дни. Ну, раз это самое Маша сказала, что что-нибудь испечет, она раз обещала, то сделает. Что, Маша, ну скажи несколько слов, что ты сегодня решила испечь? Ну, сегодня хочу испечь манник Обычный манник, домашний манник на кефире. на кефире. Ну, сейчас я скажу, что туда положили. Стакан манки, да? Манки и кефир. Наливаю кефир, чтобы так минут на полчаса оставлю. Минут на 30, да? Да, чтобы набухла манка. Размешаю это и на полчасика оставлю. Я так понял, что манка набухла, Маша уже сказала. Так, вот. Манники получаются очень вкусные, пышные, сладкие, нежные. У Маши всегда. Это, скажем, тоже дежурное блюдо наше. Очень вкусно. И иногда Маша делает манники просто из чистой манки. А сегодня вот с мукой решили вместе. Немножко еще добавлю. С мукой тоже немножко получается, что ну, чуть-чуть как на вроде пирога похож этот манник. Ну вот, Маша оставит, потом пускай набухает это все дело. Сейчас, друзья, покажу немножко, каким стало наше молоко. Ну вот, сейчас вот я стаканчик вылью. Вон, пенка такая образовалась. Ну вот такой вот. Смотрите, как там. Желтенькие как будто. Ну-ка сейчас вот, не знаю, покажет на камеру, потому что идет блеск такой. Ну, видно, что, видите, коричневатый такой. Молоко такое коричневатое. Да, о. Это чистое топленое молоко получается. О. Вкусненько? Ну, с горячим чаем так это вообще классно будет. Сейчас вот пирог быстренько испечем и будем пить. Это молоко, стопленное молоко. Я это пила чистое, когда еще моя бабушка была жива. Ну, ты маленькая еще была, да? Да, я была маленькая, я просто так же и пила. Когда с чаем, когда без чая. Вкусно. Вкуснотища, друзья. Ладно, у нас вот, смотрите, кефир ждем полчаса примерно. Ну, а между тем, чтобы не стоять, давай, Маша, сразу включи духовку на 180 градусов. Сейчас противень этот большой уберем. Там решетка, чтобы осталась только. Потому что закрутить потом, замутить это все дело не очень долго. И чтобы уже там не ждать, когда будет духовка греться, мы включили ее. Так, вот смотрите. 2 яйца добавила Маша. Да, я сегодня, друзья, я буду комментировать, но Маша тоже там, включайся тоже в разговор наш. Сахарный песок, тоже стаканчик. И это все вот перемешивает Маша. Размешиваем. Потом еще масло добавим.
А, масло, да, сливочное масло, видите, как там желтенькое. Но мы растопили масло, так лучше перемешивать. Можно, конечно, просто сделать, чтобы масло было мягкой, комнатной температуры. Но мы так микроволновочку быстренько и растопили это все дело. Добавили немножко соли. Ну, по традиции, хоть даже сладкое блюдо, Маша всегда щепотку соли добавит. Я думаю, это так и надо. Так ведь. Да. Вкус все равно. Щепотку так нужно, хоть это десерт, хоть это сладкое. Вот и наше масло пошло туда. Так, это все размешивала. Тут в основном главное это все время ждать. Вот. Намочили там манку, чтобы разбухла, ждем. Включили духовку, ждем. Засунули в духовку, ждем. А так само тесто не очень-то и долго сделать, да ведь? Угу. Но с топленым молоком, я думаю, наш десерт будет очень классным. И в муку добавляю разрыхлитель Разрыхлитель. теста. Сколько примерно это? Ну, здесь 12 грамм. 10 грамм. Полную пачку, да? Да. Можно ложку соды, друзья. Раньше я делал тоже и ложку соды, чайную ложку соды. Ну, сейчас еще по-современному. Ну, когда как. Когда соду добавляю. Сюда сегодня решила разрыхлитель. В принципе, друзья, потом вот эта составляющая, вот эта составляющая, манка, и вот еще муку еще добавить. И, в принципе, все. 3 составляющих будем соединять потом уже, как время пройдет, и на противень. Полчаса, друзья, у нас прошли. Все, добавляем то, что мешали раньше. Сахар, там, яйцо, сливочное масло. Добавляем разбухшую манку с кефиром вместе. Приготовили миксер там, чтобы еще перемешать хорошенько. Потому что миксер он очень хорошо перемешивает. Мука вместе с разрыхлителем, друзья. Тоже там стакан, но будем посмотреть по густоте теста. Если что, добавим. Если слишком густой, кефирчик придется добавить. Так, размешиваю. И все. А после уже сейчас потом миксером. Миксер, друзья, сейчас шуметь будет. И ну, я поснимаю все равно. Ну-ка, Макша, покажи, пожалуйста, примерно какая густота. О. Вот такая густота. И сейчас форму нам оставляем, давай. Да, все. Выливаю форму. Форму намазала маслом. Положила пергамент бумагу снизу. А с боков не положили. У нас потому что форма, знаете какая, она как бы такие углубления, ну формы цветочка что ли. И бумагу тяжело ложить. Надеюсь, отлипнет. Не сильно прилипнет. Ну вот, готово. И у нас духовка тоже уже готова. Сейчас выровняли, смотрите. Все нормально. И отправляем в духовку. Сразу в духовку, потому что духовка согрелась. И вперед.
На минут 40. 45. Еще. Шеф-повар сказал, что 45. 45, 50, где-то так. Ну, потом посмотрим. Серьезно? Да. Все. Не спорю, конечно. Потому что спорить с женщиной на кухне, это что равнозначно подписать себе приговор. Ну что, ждем, друзья, нашу вкусняшку, а пока отключаемся. Минут 40-45 минут, наверное, прошло. Вытаскиваем. Да, друзья, вытаскиваем. Ух ты. Говорят, что там Маша быстро уже. Смотрите, как выглядит наш манник. Немножко посередине треснутый, но это, вот говорится, испеклось, значит. Надо немножко потом, чтобы он остыл. Маша его хочет украсить кремом. Наш манник остыл, друзья, немножко. Маша решила там украсить. Ну как украсить? У нас вот, смотрите, есть загуститель такой, сметаны. Ну, он оказался по другой как раз. Тут еще очень просто. Сметану с чем перемешиваешь? С этим загустителем, да? Да. И взбиваешь или как там? Да. И взбиваешь. Вот, Маша просто это самое. Ну, немножко там поукрасим. Чисто вот сметана и вот этот загуститель. Цвета ничего, никакие цвета не стали использовать. Вот, беленькие все. Вот смотрите, сверху сейчас покажу. Вот такая. И потом еще в центре там Маша сейчас что-нибудь придумает. Все, красавец. Красавец манник. В принципе, можно сбоку тоже этим кремом намазать. Примерно так. Для нас очень будет вкусно. Все, друзья, вот такая красота. Будем резать наш манник. Надеюсь, он еще пропекся. Ну-ка. Ну да, я уже вижу, что он весь испекся. Смотри, какой он. Ну-ка, ниже чуть-чуть. Посмотри, какой он пышный, толстый. Как он поднялся весь, да? Вот такой. Вот это да. Вот это манник. Красавчик. Шикарный прям. Прям шикарный. И сейчас еще чай будем наливать. С топленым молоком. Сейчас Машенька нальет. Вот смотрите, какой коричневенький. Смотрите, какой красавчики. Что пирог, что топленое молоко. Еще добавим. Не на перволичное еще добавил. Что там эту воду пить, потом чай добавим. Половину. О. И потом сейчас еще сюда кипятка добавим немножко. Ну и я еще заварочки немножко добавлю. Для меня лично. Ну, Маша уже там. У нас там термопод стоит. Самовара уже нету. Видите? Какой красивый цвет. Еще раз покажу манник. Еще раз покажу Машенька. И сейчас будем пить. Ну что, друзья, пробуем. Пирог, он такой нежный. Ой. Очень вкусный. Мы начали есть, и, оказывается, забыли камеру включить. И топленое молоко. Вообще. Что ты смеешься? Очень вкусно. Просто Маша смеешься, знаете, почему смеется? Насчет того, что... А? Насчет того, что забыли. Да. Камеру, оказывается, забыли первый раз включить. Я по второму разу вам уже говорил, что очень вкусно.
И этот крем, когда попадает, вообще очень нежный, а крем такой простой. Был загуститель сметаны в пачках. И вот Маша быстренько это все заварила, буквально, наверное, 5 минут, да ведь? Мгм. Вот, вместо. И торт рядом отдыхает просто с этим пирогом, с этим манником вообще очень нежно, прямо вилка аж проваливается. Вот смотрите, я, близко если показать, но у меня нету сейчас Во рту камеры. тает. Да? Пирог, манник тает во рту. Это супер просто. Вот это да. Вкуснотища, друзья. И то, что мы утром в печку засунули молоко, томиться, топленое молоко получилось. И просто замечательный вкус, друзья. Вот так. Все ингредиенты и пропорции, конечно, в описании этого манника напишем. Смотрите, какой он поднялся, толстый такой и пушистый одновременно. Испекали, вот Маша сказала, сначала я сказал 40 минут, Маша сказала потом 50 минут, да, или 55 даже. 50. А так на самом деле испекали 45 минут нам, да? Да. 45 минут, все испеклось. Потом подождали немножко, чтобы остыл кремом, вы можете просто пудрой это все сделать, и все, готово. Думаю, все удалось. И топленое молоко вкусное, вкус детства, как говорится. И этот манник. Сейчас я буду доедать этот кусок, и еще буду резать, и еще буду кушать и чай пить с этим вкусным пирогом, друзья. А на этом такое очередное видео. Сегодня как раз это видео планируем выложить в воскресенье и с утра. То есть у вас целый день, чтобы принять решение и угостить своих родным таким манником пирогом. Украшайте уже по своему вкусу. А вместо топленого молока можно просто чай или то же самое молоко. Все будет, уверен, и у вас очень вкусно. Вот так. Я сделала на скорую руку. По-быстрому. Насчет крема-то? Да, можно просто было ножом просто помазать. Просто у Катерины остались вот эти примочки все. И Маша думает, дай, говорит, я это тоже попробую, да, делать вот это на вроде узора. И глазам приятнее и вкусно все. Вот. Обязательно же, друзья, ставим лайки Маше, 1000 лайков и я говорю спасибо. Вот. Большое спасибо получилось. за эту вкусняшку. Маша довольная, я, как можно сказать, миллион раз доволен. Вообще доволен, супер. Все. Вот. Будем заканчивать это видео. Всем пока. Еще говорю, что новые зрители, которые недавно подписались на канал, или что там, по пятницам, друзья, обычно я веду стримы. Заходите там, если какие-то вопросы есть, задавайте в онлайне прямо, по пятницам. Обычно я всегда, стараюсь вести стримы по пятницам. Иногда не получается, но и стараюсь. Вот. И заходите, приглашаю всех на стрим по пятницам. Вот так. Все. Всем пока. Я наболтался. Всем пока, друзья. До новых встреч. На нашем канале. Пока-пока. Пока-пока.